Ити хассырданнан күнді көрәтчілер бет, хасатавата соғы бері айыр жоғырдақ, таланақ жону кітары білсейтін салғыр. Бүгінгі бері бет ғылжыта, арысыя художниктарын союғын челені, таңыз дизайнера, онна искусствоведне кандидата Зинаида Михайловна Заблоцкая. Илжыттыр, беге бері бетіге Зинаида Михайловна ити хассырданнан. Доброе утро. Я как дизайнер одежды каждый год создаю коллекции разноплана и характера. Сегодня хочу рассказать о том, как работает дизайнер над своими коллекциями, какие бывают коллекции и какие цели и задачи у дизайнеров. Валки 15 хартыска. Аты хәп оны битте. Оның битер. Қас хартыска? 12 хартыска хати таңыстар. Де? Модельдер там коллекция. Sabun kalem. Çaydı. Çay oldu. İsteyden filtreler bende Allah komanda üremiyorlar. Onu tepsi tuttuğuna onu haskını ardıgar habullağı. Abi ardıgar habullağı haskını. Onu bir bilbet bettiğine böyle. Kabet bir Kahan filtrelerim bilbet. Там, наверное, в комнате где-то. Выпало, наверное, где-то. Потом найдем. Или здесь. Здесь нет? Печальная прямая передача Волков. Там барану все Девять, herppidim. Aha, evet. Простите. Угу. 30. Video hasırdanın gündü körәтчілер бет, хасатавада соғы бері айыр жоғырдақ, талана жону кітары білсейдін салғыр. Бүгінгі бері бет ғылжыта, арысыя художниктарын союғын челені, таңыз дизайнера, онна искусствоведне кандидата Зинаида Михайловна Заблоцкая. Ғылжыттыр, беге бері бетіге Зинаида Михайловна үті hasırданын. Доброе утро, дорогие друзья. Я как дизайнер одежды каждый год создаю коллекции разного плана и характера. И сегодня хочу рассказать о том, как работают дизайнеры, какие создают коллекции и какие цели и задачи
решают. Здесь, конечно, представлены не все коллекции. Я выбрала по одному-два костюма из коллекции разных лет, чтобы вы имели представление, какие создаются коллекции. В целом, наша работа ведется по двум направлениям. Первое направление – это творческая работа, это творческие коллекции, предназначенные для демонстрации на подиуме, для участия на выставках и различных конкурсах. Это, как правило, трудоемкие изделия, сложные по крою, декоративному оформлению и, как правило, с ручной работой. Второе направление – это так называемые носимые изделия, предназначенные для продажи. Как я уже сказала, коллекции бывают разного плана и характера, в зависимости от целей и задач, которые ставит перед собой дизайнер. Для сегодняшней передачи мы отобрали образцы костюмов этнического характера, поскольку наша передача посвящена традиционной культуре народа Саха. Вообще надо сказать, что традиционная культура и народное искусство являются одним из основных источников творчества для создания авторских коллекций. Ну, иногда используются также и в промышленных коллекциях. Творческая переработка народного искусства способствует обновлению современной одежды и в то же время сохраняет и умножает традиционную культуру. В мировой моде вот это направление называется этнический стиль или фольклорный стиль. Сейчас я хочу показать костюм, который основан на традициях народа Саха. Костюм состоит из платья и безрукавки. Ну, здесь, как видите, много ручного труда. И мы художник здесь применяет характерные для народной одежды элементы в виде декора, разнообразной фурнитуры. Современные костюмы этнического стиля – это не копии народных костюмов, это стилизованные, соответствующие современному направлению моды актуальные изделия, которые можно носить на каких-то мероприятиях, торжествах, народных празднествах. Эти работы являются плодом творческого переосмысления художника, и каждый художник создает работу в соответствии со своим пониманием красоты, гармонии, стиля. Но при этом мы должны помнить, что творческим источником в данном случае служит традиция определенного народа. То есть первоисточник должен быть угадываемым и узнаваемым. Также вот один следующий образец, тоже творческой работы, костюм из творческой коллекции. Здесь тоже много ручной работы, вышивка пайетками, бисером, отделкой.
Хочу напомнить, что эти образцы коллекции разных годов. Например, вот этот костюм из коллекции 1990 года. В то время я работала в экспериментальном цехе Якутск-Горшейбыта. И мы каждый год создавали вот такие творческие изделия. Коллекции бывают различного характера и направления в зависимости от назначений и целей. Например, промышленные коллекции, которые потом шьются на швейных фабриках, создаются, как правило, по видам одежды. Коллекция блузок, коллекция юбок, курток, пальто и так далее. А творческие авторские коллекции, как правило, разноплановые. Тут есть и платье, и пальто. В общем, все вместе. Вот этот костюм из коллекции 2020 года. В данном случае используются такие характерные для якутской одежды элементы, как крылышки, рюши. Но в нашем случае рюши выполнены из плотного материала. На самом деле вот эта рюша съемная, то есть можно носить с рюшей или без рюши. Это дает возможность варьировать. Изделие выполнено из плотного шелка с рисунком, жаккардовым рисунком, а под ним юбка. Одевается юбка с такой декоративной полоской. Следующее изделие тоже из коллекции этого же года, 2020-го. Платье-пальто из ткани тафта и платье, под платье-пальто одевается платье. Тоже здесь использованы характерные элементы в виде рюш и крылышки. И также используется такой характерный для якутской культуры цвет охра. Безусловно, колорит играет огромную роль. Это один из способов придания этнического образа костюму. Для якутского костюма характерны такие цвета, как красный, зеленый, черный, коричневый, как я уже сказала, охра. Конечно, как дизайнеры одежды, мы должны вносить какие-то новшества в костюме, в том числе и в колорите. Но опять же, при этом мы не должны забывать про творческий источник. То есть не должны выходить за рамки той художественной культуры, на котором основана наша коллекция. Следующая работа из коллекции 2010 года. Блузка выполнена из тонкого фатина, как видим спереди. Блузка декорирована вышивкой, бусами в виде орнамента. Тут мне хотелось бы сказать несколько слов по поводу использования мотивов, различных народных мотивов в современной одежде. Бытует мнение, что при использовании орнамента нужно учитывать семиотику и символику. И здесь я хочу заметить, что в современной одежде орнамент используется исключительно как декор. То есть в данном случае орнамент используется для украшения изделия, а не для передачи
каких-то смыслов и символов. Другое дело, когда речь идет о народной и традиционной одежде, которым занимаются народные мастера. Там действительно нужно соблюдать определенные каноны традиции народной одежды, где каждый элемент несет символическое значение. Сөп, көрәчтәрдер санатабын, неге ағас эфир гөлелейбет, бәйгет ыйдыларда, инчиттердә булхатна бига сурьян кәлет. Ну, давайте продолжим дальше. Это женская нарядная блузка, выполнена из тонкого фатина. Ну, здесь вот нет орнаментов, вышивок, но тем не менее этнический характер придается за счет вот рюш, таких элементов, как рюши, кружевные тесьмы. Ну, их вот чередуется определенным образом. И таким образом достигается в целом этнический характер костюма. Ну, далее мы перейдем от творческой коллекции к изделиям, так называемым носимым, то есть предназначенным для повседневного ношения. Ну, как правило, это практичные, удобные изделия, которые можно носить на работе или в быту. Например, вот это женское платье, создано на основе традиционной якутского холодая, имеет лаконичный крой в соответствии с тенденциями современной моды. И в отличие от традиционных холодаев, здесь отсутствует рюши, нет воротника стойки, но в то же время угадывается характер, образ культуры, на котором основана данная работа, данное изделие. Көрәчтәр бите ханатабын, сахасатавада